Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Конференция молодых педагогов и студенческой молодежи. Кто возглавит Совет молодых педагогов и студенческий совет? Встреча, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне, отмене контртеррористической операции и присвоению городу Грозный почетного звания «Город воинской славы». Итоги конкурса «Лучший учитель чеченского языка». Как известно, в профсоюзе 2015 год объявлен годом молодежи, и, соответственно, молодым уделяется пристальное внимание. В Доме профсоюзов состоялась конференция молодых педагогов и студенческой молодежи учреждения образования Чеченской Республики, собравшая более 250 делегатов. Дорогу молодым решили в профсоюзе образования и собрали молодых педагогов на форуме. Мероприятие проводилось с целью объединения усилий профсоюзных организаций по оказанию консультативной, информационной и методической помощи молодым педагогическим работникам и студенческой молодежи в мотивации профсоюзного членства и повышении имиджа профсоюза. В образовательных учреждениях республики сегодня работает свыше 14 тысяч молодых учителей, а в колледжах и техникумах обучается свыше 13 тысяч юношей и девушек. Это весомая часть состава нашей отрасли, если учесть, что 90% молодых педагогов являются членами профсоюза, а свыше 2000 обучающихся подали заявление для вступления в ряды профсоюза. В ходе конференции с докладами выступили молодые педагоги и студенты вузов. Они выразили свою позицию как людей будущего и желание жить и работать на благо своей республики. Замечу, что идут в школу многие, а вот кто остается – это вопрос. Трудности, поджидающие молодого педагога, пугают, но надо понять, что преодолевать их можно. Главное в работе педагога и будущих учителей, по их мнению, любовь к детям и к своей профессии, а также повышение активности молодежи, утверждение в их среде культуры, образования, духовности и нравственности. Подобные советы должны стать востребованными молодежными центрами. Что халки реагируют, что не хочет студент, особенно от вас зависит. Он что дикие что человек будет новый, а вот он не свой. Вот я на вуза не а на технику не а и что. Есть много вопросов, в которых вы можете и помогаете нам. Иногда, когда смотришь вот эти вот баталии виртуальные, когда, скажем, идут оправданные, неоправданные обвинения в адрес работодателей, директоров школ, министерства, муниципальных учреждений, порой эти обвинения справедливы, порой нет. И видишь, проглядывается такое правовое невежество многих, скажем, наших участников социальных сетей. И в этом случае очень хотелось бы слышать позицию профсоюза по каждому из вопросов, по каждому спору, конфликту в образовательной сфере. Независимо в какой области вопрос, будь то оплата труда, будь то условия труда или качество образования, всегда мы ждем от вас отклика, всегда ваша позиция профсоюзов нам интересно. Здесь же состоялось награждение победивших участников конкурса «Будущий учитель» грамотами и денежными премиями. В завершении конференции для ее участников был дан концерт государственного ансамбля народной песни «Нур-Жоухар».
В апреле молодые педагоги также встретились в стенах профсоюза. На заседании единогласным решением председателем Совета был избран Усман Ильясов, заведующий организационно-уставным отделом. Его заместителем Ламару Мусаеву выбрали, который является председателем Совета молодых педагогов Ленинского района, а также учителем английского языка городской школы номер 38. Главной целью нашего совета это является привлечение и закрепление молодых педагогов в учреждениях образования нашей республики. Ну, этот год, так как объявлен годом молодежи, у нас запланировано и в плане, запланировано и Республиканским советом профсоюза очень много мероприятий. Это как круглые столы. Также мы 7 числа будем проводить огромное мероприятие с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны. Вот примерно в ближайшее время вот такой план у нас, и будем стараться на благо нашей молодежи, нашей республики. Изменения претерпел и личный состав исполкома Совета. На заседании Совета обсуждались вопросы по организации мониторинга в учреждениях образования республики в целях выявления профессиональных навыков и социальных запросов молодых педагогов. Говорилось и о задачах районных советов по активизации работы с молодыми педагогами. Обсудили и утвердили перспективный план работы Совета молодых педагогов на 2015 год. Совет принял решение провести в Доме профсоюзов 7 мая мероприятие с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, посвященное 70-летию Победы. Но вернемся к конференции. Она стала однозначно знаковым событием, ознаменовавшим обновление Республиканского совета молодых педагогов и учредившим Республиканский студенческий совет. Совет учредили, значит, и председателя надо выбрать. Присутствующие в зале единодушно проголосовали за кандидатуру Адама Висаитова. Выбрать студента руководителем студенческим советом профсоюза образования – мудрое решение. Кто поймет проблемы студенчества, если не сам студент? Адам Висаитов поступил учиться в Южный федеральный университет Ростове-на-Дону на факультет социологии и политологии по специальности «Социальная работа». В профсоюзе относительно недавно, но уже показал себя как ответственный и трудоспособный работник. Адам готовится к первому семинару, на котором студентам надо объяснить основные права и обязанности студправкома. В Дом профсоюзов съехались председатели студенческих профсоюзных организаций, проще говоря, профактивисты учреждений среднего профессионального образования, техникумов и колледжей республики. Нас сегодня Гизель Хазир Магомедович и другие уже посвятили во множество дел профсоюзной науки. Среди всех техникумов и колледжей республики наша организация самая крупная. В профсоюз вступило 518 студентов. Безусловно, наш членов профкома в составе 17 человек налагается серьезная ответственность по планированию и проектированию студенческой профсоюзной работы среди молодежи. Необходимо активно привлекать молодежь к работе профсоюза, принимать активное участие в ее делах, проводить различные конкурсы, смотры, семинары. Профсоюз сегодня защищает права и интересы не только взрослых, но и обучающейся молодежи и может оказать им финансовую и юридическую поддержку. Первая задача Республиканского совета на сегодняшний день – это как больше вовлечь в профсоюз студентов, чтобы мы смогли образовать единую команду, единую профсоюзную команду из студентов. В конце семинара было объявлено о начале смотра конкурса художественной самодеятельности среди студенческой молодежи, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Теречном районе на базе школы номер 1 прошла встреча, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмене контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и присвоению городу Грозный почетного звания «Город воинской славы». К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне готовится вся страна, а в нашей республике с особым рвением и усердием. Годовщина Победы совпала с заслуженной наградой, присвоенной нашей столице. В Натеречном районе профсоюз образования республики организовал встречу-форум, в котором приняли участие ветераны педагогического труда, члены семей участников Великой Отечественной войны, участники контртеррористической операции, депутаты парламента и профсоюзные активисты. До торжественной части участники форума с большим интересом осмотрели школьный музей, в котором были представлены многочисленные экспонаты, найденные поисковой группой школы. Это все военно-теречный научный район. Лахкулы, социальные вещи, артефакты военные, подсущающие от проект Советского Союза. Это все немецкие вещи, которые оттуда все
Напомним, что школа носит имя одного из основоположников вайнахской литературы, классика чеченской литературы Арби Мамакаева. Директор школы рассказал о том, что не случайно здесь стены украшены портретами представителей семьи Мамакаевых. И я бы хотела обратить ваше внимание на этот стенд, хотя бы потому, что здесь представлены все Мамакаевы. Мы с огромным трепетом, с благодарностью, повторюсь еще раз, относимся к каждому участнику Великой Отечественной войны, но это особенный стенд. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь 16 ребят, ушедших из одной семьи на войну. Такие встречи призваны напоминать и взрослым, и детям о том, что, чтя память предков, мы тем самым оберегаем наше будущее. Представители Рейссовета профсоюза образования высказали слова благодарности ветеранам за их доблесть, мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны и в период контртеррористической операции, а также вручили денежные премии участникам встречи. День Победы, пожалуй, самый важный исторический праздник, который объединяет не только народы России, но и выходцев из стран бывшей республики СССР. В этот день мы поздравляем ветеранов, которые воевали на фронте, не жалея своей жизни ради мира и светлого будущего. В этот день мы чтим тружеников тыла, которые отдавали все свои силы ради того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, а значит, их работа приближала победу. Дакаева Малика. Эдуард Мамакаев поделился с присутствующими хорошей новостью. Названы имена чеченских солдат, защищавших Брестскую крепость. Еще в начале апреля в парламенте состоялась встреча Дуквахи Абдурахманова с начальником Центрального архива Министерства обороны России. С его помощью в немецких архивах были найдены свидетельства героизма наших соотечественников. Как оказалось, даже спустя 70 лет еще сохраняются шансы найти героев. Он лично из своих рук передал на 300 страниц архивные материалы, к которым мы, чеченцы, ученые Академии наук, не могли никак подступиться. В том числе 36 имен, совершенно новых имен из нашей республики, защитников Брестской крепости. Сам постарался помочь нашим ребятам, то есть он сам начал работать в немецком архиве. Оказывается, не у немцев архивы Брест-Лочхен тоже оказались в наших руках. Салавди Джамбулатов, главный специалист орготдела аппарата Рейссовета, подчеркнул, профсоюз выполняет определенные функции и задачи, но все же он не стоит в стороне от политической жизни республики. Западный мир, некоторые политики пытаются свести на ноль роль Советского Союза в тот период. Советский Союз – это в том числе и чечены Ингушетии. Профсоюз определенные специфические цели и задачи организации, но тем не менее профсоюз не стоит в стороне от этих чествований, от этих знаменательных дат, от воспитательной работы среди молодежи. Участники форума договорились проводить такого рода встречи и открытые уроки во всех образовательных учреждениях района. Была отмечена необходимость проведения усиленной работы среди молодежи по военно-патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию подрастающего поколения. Встреча завершилась выступлением учащихся школы. Театральная постановка была посвящена Дню Победы. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Региональный закон об образовании в Чеченской Республике предусматривает единовременную выплату учителям, направляемым на работу в школы отдаленных районов республики. Каков размер указанной выплаты? Статья 20 действующего закона Чеченской Республики об образовании Чеченской Республики действительно предусматривает такую единовременную выплату педагогам, в том числе молодым специалистам, направляемым в такие отдаленные районы Чеченской Республики, как Веденский, Шелковской, Нажаюртовский, Наурский, Шаройский, Тункалинский, Шатойский.
Порядок осуществления и размер указанной единовременной выплаты устанавливается правительством Чеченской Республики. Но, к сожалению, до сих пор документа, регламентирующего эту норму, не издали. Следовательно, данная мера социальной поддержки не реализовывается в настоящее время. Профсоюз образования Чеченской Республики обратился с соответствующим письмом в парламент Чеченской Республики с просьбой оказать содействие скорейшей реализации данных мер социальной поддержки учителей, в том числе и статья, которая предусматривает ежегодное оздоровление педагогических работников за счет средств бюджета Чеченской Республики. Я работаю учителем в школе на условиях неполного рабочего дня в связи с уходом за ребенком. Администрация школы сообщила мне, что по этой причине я не имею права на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, предусмотренный педагогическим работникам. Так ли это на самом деле? Нет, это не так. Статья 334 Трудового кодекса Российской Федерации дает право всем педагогическим работникам на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. А постановление правительства Российской Федерации номер 724 от 1 октября 2002 года устанавливает его продолжительность. К примеру, отпуск учителя в школе равен 56 дням, а воспитателя детского сада 42 дням. Статья 93 Трудового кодекса устанавливает, что работа на условиях неполного рабочего дня не влечет для работника каких-либо ограничений в продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Я учитель. Работаю и проживаю в сельской местности. С меня требуют оплату за газ в период с марта 2011 года по настоящее время. Как мне объяснить поставщикам, что для сельских учителей отопление и освещение предоставляется бесплатно? К сожалению, с 2011 года законом не предусматривается предоставление бесплатных коммунальных услуг для педагогических работников в сельской местности. С 2011 года закон предусмотрел возможность получения денежной компенсации расходов, понесенных за оплату коммунальных услуг. В настоящее время ежемесячная сумма этой компенсации равна 1000 рублям на каждого работающего педагога сельской местности. Эта норма установлена постановлением правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года номер 235. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. С первых дней мы слышим родной язык из уст матери, но только учитель чеченского языка может научить ребенка основам, грамоте, правилам родной речи. День чеченского языка отметили во всех районах республики, но еще до этого был объявлен конкурс среди учителей родного языка. Лучший учитель чеченского языка – конкурс, объявленный профсоюзом образования, Министерством образования, Институтом развития образования и Институтом повышения квалификации работников образования. Цель конкурса – выявление и поощрение лучших учителей чеченского языка. Свою готовность участвовать в творческом состязании выразили 59 школьных учителей республики. В нынешнем соревновании учителей чеченского языка претендентов на победу оказалось заметно больше, чем в прошлые годы. Конкурс стал своего рода плацдармом для обмена опытом учителей. Лучшие из представленных материалов профсоюз выложит на сайт, чтобы и другие учителя могли применить их в своей работе. У конкурса несколько туров. Проходили они в разных учебных заведениях, в различных формах. Например, в гимназии номер 14 прошли открытые уроки. В конце апреля в Доме профсоюзов подвели итоги конкурса на собрании Республиканского профсоюзного актива. Победителям конкурса вручили грамотные и денежные премии. Время другое, требования другие. Это я связываю с тем, что нам уделяют больше внимания со стороны Рискома профсоюзов. Это не первый конкурс, который проводит. А вот этот конкурс был очень серьезным. Было много участников, 44 человека. Первый этап 20 человек отбирали. Потом десятку вошли, как говорят у чеченцев, кашбел, повезло, что попал в десятку. Говорят многие в нынешнее время, что язык обеднел. Мне кажется, что он не обеднел, он обогащается из года в год. Подрастающее поколение, как мы уже слышим,
начинает уже идти по стопам своих учителей, как пошли мы. И мы надеемся, что очередные конкурсы таким же образом пройдут в нашей республике. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ru. До новых встреч. Арикюш.